Я неоднократно на всех заседаниях исполнительного комитета всегда говорю с начальниками управлений, главных управлений о том, что мы должны максимально все усилия направить на обучение наших государственных служащих. Так складывается, что бюрократический аппарат и либо является двигателем решения тех или иных вопросов, либо является тормозом тех или иных вопросов. Мы за то, чтобы наши государственные служащие максимально серьезно включались в свою работу. Мы за то, чтобы ваш результат всегда ощущали мы в руководстве, потому что очень хочется, когда ты даешь поручение, чтобы это поручение было выполнено качественно. Очень хочется, чтобы это поручение было качественно выполнено не только для руководителя, но и для всех тех, кто будет соприкасаться с реализацией этого поручения. Цель та же. Чтобы мы сотрудничали и чтобы мы вместе работали над созданием этого корпуса государственных служащих профессионалов, потому что цель одна. Мы должны оказывать качественные услуги для наших жителей, для наших граждан. И для того, чтобы достичь этого, мы должны и действительно обучаться, повышать свой уровень. С 2009 года мы начали внедрять новый закон о государственной должности и о статусе государственного служащего. Для того, чтобы создать условия для внедрения положений этого закона, были разработаны очень много положений по разным процедурам. Мы, конечно, организовали очень много мероприятий по обучению тех, которые ответственны за внедрение этих положений, практик по работе с персоналом, но есть еще недоработки именно в области внедрения, потому что вот мы имеем такую возможность в этом году работать в рамках проекта, который я назвала, и внедряют этот проект наши коллеги, практики из Республики Литва. Результат нашего проекта зависит от обоих сторон партнеров, и от литовской команды, и от молдавской команды, и от того, как мы найдем общий язык и сумеем понять друг друга и учиться друг у друга. Вот это и будет наш самый лучший результат.